В посевной кампании в Елабужском районе задействованы 65 единиц техники. Более 200 аграриев работают с 4 утра и до 8 вечера. В сутки засеивают более 1000 гектаров пашни. Здравствуйте. Как идет посевная кампания в районе, сегодня интересуется Рустам Миниханов. Глава доложил, работы идут по плану, предстоит засеять около 30 000 гектаров. Мы посевные площади увеличиваем. В этом году у нас на 5000 гектаров увеличиваются посевные площади. На сегодняшний день больше 5000 гектаров уже посеяно, это 20%. Зерновых у нас 17 тысяч, озимых 5000. В общем-то, мы увеличиваем объем. В прошлом году у нас было больше 70 тысяч тонн зерновых. Как говорят аграрии, необычно теплая сухая погода – это и хорошо, и одновременно настораживает. Техника работает легко, ничто не тонет, ничто не буксует, выработка соответствует плановой. С другой стороны, это тревожит, потому что земля сохнет, осадков нет, и это скажется потом на развитии растений, всходы будут дольше появляться. И если дождей в дальнейшем не будет, то надолго тех запасов влаги, которые имеются, конечно, нам не хватит. Рустам Миниханов отметил, несмотря на новые экономические условия и санкционное давление, в Татарстане будут продолжены все республиканские программы, в том числе в сфере АПК. Вот начинается не очень тяжеловато. Нефтяные доходы снизились. Но тем не менее, пока мы все намеченные наши бюджетные расходы, объекты строительства, все равно пока все и ведем, ничего не сокращаем. Как отметили в Минсельхозе, к аграриям Елабуги претензий нет. По животноводству их можно даже поставить в пример. Это на фоне того, когда ряд районов с каждым месяцем снижает поголовье. Резкое сокращение идет в Дрожжиновском, Буинском, Зеленодольском, Алькеевском районах. Команда, коллеги все активно по всем направлениям на все реагируют. По накоплению удобрений сегодня 73 килограмма на уровне среднереспубликанского. Да, вот по росту, по поголовью, по молоку, конечно, молодцы. По зарплате 50 тысяч средняя зарплата. В 2020 году в район пришел инвестор из Удмуртии. Компания «Мир» построила молочную ферму. Сейчас здесь более 2000 голов. В минувшем году надоели более 10 тысяч тонн молока. 2020 год в апреле мы начали, в июне уже заехали у нас первые животные. Производство осмотрел Рустам Миниханов. Инвестор рассказал о планах увеличить поголовье более чем в 2 раза и в течение года построить еще 4 корпуса. Республика Татарстан нас привлекло по 2 моментам. Это первое, климатически идеальные условия для производства молока. И второй момент, это те условия, та поддержка, которая оказывает Республика Татарстан. Это инфраструктура, это дороги, газ, вода, электроэнергия. Как отметил Марат Зябаров, в целом в отрасли сохраняется непростая ситуация, связанная со снижением закупочных цен на молоко. Они начали падать в середине прошлого года, а в апреле этого достигли минимального значения – 23,5 рубля за литр. Производители называют это существованием на грани рентабельности, а некоторые задумываются, стоит ли вообще вести бизнес. На этом фоне республиканские сельхозпроизводители получили поддержку, субсидии более чем на 1 миллиард рублей. Есть напряженка с ценами на молоко, но на сегодняшний день оно стабилизировалось. Но вот мы почти 1 300 000 000 денег за январь-февраль за реализованное молоко мы до вас довели. Пока надеемся, что ситуация с молоком относительно стабилизируется. В целом по Татарстану посевные работы выполнены на 17%. Яровыми культурами засеяли более 300 тысяч гектаров. В лидерах Заинск, Буинск, Тетюши. Как говорят аграрии, для завершения работ нужно еще 3 недели. Дмитрий Аринин, Вадим Маларионов, ТНВ, Елабужский район.